находимся сейчас в отделе природы Абхазского государственного музея. Наш отдел очень богатый, и он рассказывает обо всей природе нашего края. Но сегодня я хочу остановить ваше внимание на одном очень интересном, но малоизвестном экспонате. Это ископаемое животное кит цитатерий. Давно к нам в музей поступило сообщение о том, что в селе Тхина молодой человек Шируан Шинкуба обнаружил очень интересные кости во время работы на своем участке. Ну, конечно, сотрудники музея сразу проявили интерес к этому событию, и мы отправились на место, где были обнаружены кости этого животного. Сам мальчик проявил очень такую интересную любознательность и попытался выяснить, что же это такое. Он рассказывал, что предполагал, что это кости мамонта или какого-то другого животного, но он не мог предположить, что это было животное морское. На самом деле это были останки древнего вымершего животного кита цитатерия. Кит этот обитал в древнем море, которое называлось Сарматским. Когда-то на нашей земле был древний, огромный океан Тетис, который стал прародителем всех морей и океанов. И вот Сарматское море, в котором как раз и обитал наш кит, Сарматское море огромное, оно занимало такую обширную территорию, но если вы представляете себе, от Европы, вот примерно от Австрии до гор Тяньшаня, вот эта огромная территория была занята морем. Море было соленым, и животные, которые обитали в нем, тоже были приспособлены к этим условиям. Но проходило время, это было больше миллиарда лет тому назад, но проходило время, море меняло свои очертания, свой режим. В конечном итоге образовалось замкнутое внутриконтинентальное или внутриматериковое море, которое было пресным. А преснялось оно за счет воды, которую приносили реки. И вот в этом море благоденствовал наш кит. Рядом с ним плавали дельфины, черепахи морские, и огромное количество моллюсков устилало дно этого моря. Моллюски вы можете наблюдать вот здесь, в экспозиции, это брюхоногие моллюски. И вот целая витрина, которая так и называется «Моллюски Сарматского моря». Что же из себя представлял этот кит, о котором мы сейчас с вами говорим? Это огромное животное, длиной примерно 8-10 метров. Но что очень интересно, голова его была очень большая и занимала 1/4 размера его туловища. Огромные позвонки, посмотрите, пожалуйста, вот здесь они представлены. Посмотрите, они очень тяжелые, но потому что их находили уже в земле, они пропитались кремнием, известняком, то есть пропитались камнем и очень тяжелые. Но позвонки вот такие, этот почти целый позвонок, даже с килевой частью, посмотрите. Известно несколько мест, где были обнаружены эти древние киты. Это село Джирхуа, далее Кулан-Рхуа, и вот сегодняшнее местонахождение, о котором я говорю, это село Тхина. В первых двух случаях там ручейки приносили, как бы вода размывала породу и переносила эти кости. То же самое произошло и в Тхине. Может быть, поэтому мы нашли не так много костей. Дело в том, что там работал бульдозер, ковшом перетаскивал землю, и поэтому мы пытались покопаться дальше, но больше не было обнаружено костей. К сожалению, нам ни разу не удалось найти целого
кита, то есть скелет целого кита. Но даже те фрагменты, которые мы имели возможность извлечь из земли, они помогают нам судить о том, какое это животное.